Здравствуйте, уважаемые друзья. Это Виталий Барвиненко, геополитический проект Института Дунайских исследований. И сегодня у меня в гостях грузинский эксперт, специалист по международным отношениям, доктор политических наук Ираклий Гагава. Ираклий, приветствую вас у меня в эфире. Приветствую, Виталий Дмитриевич. Мы знакомы больше, я так посчитал, 18 лет. В разных ситуациях общались. И я хотел бы сегодня поговорить с вами как с человеком, который глубоко погружен не только в грузинскую политику, но и в международные проблемы и вопросы. Потому что вы всегда отличались хорошей аналитикой с точки зрения международной проблематики. Но хотел бы начать все-таки с темы местных выборов. О ней много уже говорили в разных эфирах. И я задавал всегда один и тот же вопрос. Политические партии по классике созданы для того, чтобы приходить и брать власть. Брать власть возможно несколькими методами. Есть не парламентский метод, не партийный, как брал когда-то Владимир Ильич Ленин в далеком 1917-м. А есть классика, когда партии идут на выборы, участвуют в выборах, получают результат. Если партия говорит о том, что она не будет участвовать в выборах или призывает не участвовать в выборах, тогда это партия или что? Или в чем логика? Как вы объясняете, как эксперт, как человек, погруженный в грузинскую политику, логику тех партий, которые признавали бойкотировать выборы? Да, в Грузии действительно были это партии на орбите Саакашвили, решили не участвовать в выборах. И они исходили из того, что для них это зов, крик о помощи, естественно, к Западу, потому что правящая партия решила, в принципе, запретить их. То есть этот юридический путь был начат, парламентская следственная комиссия провела работу, был опубликован доклад, и они сейчас будут обращаться в Конституционный суд с целью признать правление режима Саакашвили преступным. И, следовательно, отсюда будут вытекать юридические последствия, например, запрет тем фигурам, которые участвовали в работе режима, обеспечивали его жизнеспособность, запрет на публичную деятельность, занимание там государственных или выборных должностей. Этот юридический путь где-то около середины уже самое важное расследование проведено, оценено, и будет обращение в Конституционный суд. То есть партии на орбите Саакашвили, а их несколько, ожидают, что их запретят. То есть их выдавят из политического поля, из общественной жизни. И для них бойкотировать выборы был, в принципе, единственный путь, чтобы как-то обратить на себя внимание от их патронов на Западе. Но сам проект Саакашвили, он был начат еще в 90-е годы, да, его привезли, поставили там депутатом, потом сделали, бешеная карьера, так быстро пробежал все. Сначала председатель комитета парламента, потом министр юстиции, потом глава горсовета Тбилиси. Несколько раз избирался депутатом, естественно, не рядовым. Но он был, естественно, ставленником западных либеральных кругов. Кстати, тогда еще демократы лоббировали его проект. Ну и так называемый пресловутый Deep State тоже был как бы в деле. Его использовали в своих геополитических целях, а теперь он не нужен. И, там в Европе некоторые фигуры, особенно Народная партия Европы, там выступают, типа Фрей Миша и все такое, но уже отработанный материал, хотя внимание все-таки есть, потому что он много знает, и если начнет разговаривать на Западе, людям это не понравится. Ираклий, я общался, был такой период, когда Саакашвили был губернатором Одесской области, я был депутатом парламента от Одесской области. У меня есть какой-то опыт общения был с Саакашвили. Мне показалось, достаточно долго, мне показалось, что этот человек очень любит жизнь во всех ее проявлениях. Поэтому, когда он поехал в Грузию, мог ли он поехать не под чьи-то гарантии, а просто вот так поехать, понимая, что сядет в тюрьму? Или он настолько был уверен, что его примут в Грузии? Или были какие-то гарантии безопасности для него, и он ехал под них? Как вы вообще оцениваете для себя вот этот вот его шаг Саакашвили?
Вы знаете, Виталий Дмитриевич, путь Саакашвили начинался в Киевском институте международных отношений. Он туда поступил, а его дядя, брат мамы, работал в представительстве Советского Союза в ООН по оружейным делам. Тимур Аласани. Естественно, человек при погонах, ну, понятное дело. А КИМО было режимный институт, и всем рекомендую посмотреть интервью украинского генерала СБУ Маломужа, который он дал Дмитрию Гордону. Там он четко говорит, что да, Саакашвили был нами завербован, и потом мы передали, когда он закончил там учебу, мы должны были передать в Грузию, а в Грузии уже случилась смена власти, там пришла новая власть, Гамсахурдия, ну уже хаос творился, то есть передать официально не успели. И вот так вернулся. Но потом происходит что? Это уже мой анализ. Потом происходит, что, видимо, списки этих агентов КГБ были проданы иностранным спецслужбам, например, ЦРУ. И уже интересные фигуры были как бы взяты в оборот разведками, западными разведками. И вот одна из них вот, фигура Саакашвили. Я не знаю, был он двойным или, ну, точно работал под кем-то, потому что грузинские национальные интересы он просто игнорировал, и все, что он делал, это было лишь фасадом. Ну, по пиару он чемпион, а все его реформы – это фасад. Реально, если углубиться, то, в принципе, он испортил систему, а новые не создал. Прозрачные там здания полиции, ну а в подвалах полиции пытали людей. При нем 20% работоспособного мужского населения прошло через репрессии. Более 300 тысяч человек. Для сравнения, в 30-х годах, когда Лаврентий Берия тут управлял, да, было репрессировано от 12 до 16 тысяч человек. Репрессирован. Смертный приговор гораздо меньше. То есть это сравнение вот, по масштабам. Ну и есть там, распродал все стратегические объекты. У нас в Конституции это было в 90-х годах записаны конкретные объекты, порты, железная дорога, там 14 объектов стратегического назначения, которых было запрещено продавать. А он поменял Конституцию и все распродал. Единственное, что спаслось, это железная дорога. И то не успел, потому что это предлагал там Патри Патракашвили, а тот отказался. Ну, взамен телекомпания «Имеди», которая ему там насаждала. Ну, в общем, это был реально криминальный режим. И абсолютно правильную оценку дал парламент Грузии. Да и в Украине мы же наблюдали за ним, да, в Украине у него, в принципе, никаких успехов не было. Создавал там палаточные города, и президенту Порошенко, который ему позволил прибыть, да, вот со своей командой еще там, тоже как бы какие-то козни устраивал, палаточные городки, там Майданы устраивать и все такое. Но это люди как бы верят в то, что слышат по телевизору. А я лично с ним знаком с 90-х годов, и это очень поверхностный человек. И ими всегда управляли извне. Его силой управляли извне. Ираклий, перейдем к международным вопросам, которые интересуют меня. И все-таки у нас канал «Геополитика». На протяжении больше 10 лет грузинская мечта во внешней политике следовала курсу, как нам кажется, направленному на евроинтеграцию. Потом вектор этот поменялся. Скажите, пожалуйста, что, по-вашему, стало триггером для изменения этого вектора? Ну, смотрите, от начала вот независимости Грузии, еще в 90-х, прозападный курс был провозглашен еще Шеварднадзе. Дальше Саакашвили это все продолжил на уровне риторики, и грузинская мечта тоже эстафету как бы поддержал. Но тут есть понимание того, что реально мы осознали, что никакое реальное членство в Евросоюз и в НАТО
никогда не планировалось и не будет планироваться западными партнерами. То есть это просто приманка, как вот перед ослом морковку вешают, чтобы он шел по нужному пути. Вот такая же приманка, это гипотетическое членство в Евросоюз и НАТО. Не будет этого. Есть одна политика у коллективного Запада, что чтобы иметь в активах раздражители для России. Россию они воспринимают как свою главную угрозу, конкурента, оппонента, и Китай тоже. Вот. И вот приграничные страны, которые в идеальном варианте должны быть буферными странами, в частности Южный Кавказ, да, стараются использовать против России как раздражитель. У нас было 3 войны, да, где Россия поддержала сепаратистские движения в Абхазии, в Скринвальском регионе. Вот. Поэтому и еще, плюс 2008 год, хотя это отдельная история. Я думаю, что война 2008 года это было в большем своем значении устроена в интересах Джона Маккейна. Джона Маккейна, который баллотировался в президенты в 2008 году. И у него была резко антироссийская риторика. И в США есть вот поколение, которые там родились в 40-х, 50-х, 60-х. Они, у них подсознательный страх России, потому что вся эта пропаганда во время Холодной войны в самой Америке, она как бы заложила в подсознание американцев страх перед Россией, что вот нас разбомбят, ядерная угроза, русские хотят нас уничтожить, Советский Союз. И потом Советского Союза не стало, как бы этот страх вроде улетучился, но в подсознании это живет. И искусственный политтехнолог в нужное время активирует этот подсознательный страх. И кандидат, который более антироссийский, имеет преимущество на местном политическом рынке, грубо говоря. И вот Маккейн выступал как резкий антироссийский политик. Обама не совсем так. И я даже помню цифры. Вот Обама в начале августа, в конце июля опережал Маккейна на 11 пунктов. Как только началась заварушка в Грузии в августе, сократилась разница до 3%, до 3 пунктов. А это уже погрешность, то есть там уже мог любой... То есть если бы Саакашвили еще там неделю-две до выборов Америки, до ноября дотянул с этой войной, то Маккейн, наверное, скорее всего, стал бы президентом. Он как бы, тут как бы в кавычках помогла его трусость, поднял белый флаг за реально 3 дня. 5, можно сказать, формально. И на него Маккейн обиделся, естественно. А потом демократы, вот Рам Эммануэль и Байден приезжал сюда, который был кандидатом в вице-президенты с Обамой, увезли Саакашвили в Америку и как цирковую обезьяну показывали на предвыборных встречах демократов, что типа это не человек Маккейна. И когда Маккейн заявил, что сегодня мы все грузины, то есть Рам Эммануэль, это начальник штаба избирательного Обамы, да, избирательного штаба Обамы, он ему прямо сказал это в Чикаго, что вот ты это все устроил в интересах Маккейна, поэтому сейчас будешь выступать за нас. И его заставили выступать за демократов. Вот. И Обама стал президентом в 2008 году. Кстати, то же самое, но в меньшем масштабе, об этом люди не помнят. Саакашвили устроил и в 2004 году. То есть там в 2004 году уже Буш баллотировался на выборах. Выборы традиционно в ноябре, да? А в мае 2004, вот в январе была инаугурация Саакашвили, а в мае он начал боевые действия в Скринвальском регионе. И это все продолжилось до выборов в США. Более-менее интенсивности, конечно. И сразу после выборов договорились, перемирие и все такое, подписали стороны. Поэтому вот это вроде бы
мы это не понимаем, но если понимать американскую внутреннюю конъюнктуру избирательного процесса и менталитета, потом это все объясняется вот этим. Скажите, пожалуйста, Ираклий, я читал ваши несколько статей, и вы, вернемся к Южному Кавказу, сказали о том, что вы ратуете за концепцию «Южно-Кавказская тройка», в рамках которого 3 государства могут создать умеренно интеграционный проект. Как вы видите эту тройку? Какие точки соприкосновения? При условии, что вы утверждаете, и не только сейчас в интервью, а и в ваших статьях, о том, что в планах Евросоюза не стоит расширение на Южный Кавказ. Армения заявляет о том, что они начинают там какой-то евроинтеграционный свой проект. Вчера Пашинян сказал, что он в интервью, что он будет строить 4-ю республику армянскую, ну, наверное, калька с Франции берет, там у тех номера республик были. И в какой мере, вот вы умеренно интеграционный, каким вы видите этот проект, до какой степени интеграционный и насколько он реален, проект Южно-Кавказской тройки, о которой вы говорили в интервью в апреле? Да, я несколько лет уже выступаю за такую концепцию, потому что если вот порассуждать, у Грузии не очень много выбора. То есть с Россией полномасштабное восстановление там отношений невозможно из-за факта оккупации наших регионов. Да? Это раз. И членство в Евросоюз нереально, и это блеф. Мы в это уже не верим. А все остальное, то есть, допустим, Шанхайская организация, там, Таможенный союз, Евразийский экономический союз, ну, это все подстроено под большие страны. И я думаю, что вот функция Южного Кавказа состоит в том, чтобы быть как бы нейтральной, в военном стратегическом плане нейтральной территорией, которая не входит ни в какие экономические мегапроекты, а и организует площадку для торговли, для, не знаю, мирных переговоров, симпозиумы какие-то. Вот так я вижу будущее Южного Кавказа. А чтобы вот это осуществить, нужно как бы сформировать единый южно-кавказский рынок. Азербайджан, Армения, Грузия. Единый реестр компаний. Можно договориться о единой таможенной политике, там, налоговая политика и, естественно, умное разделение труда. Вот сейчас, когда я общаюсь с экономистами, Грузия 3,9 миллионов населения, реально 3,5 проживают. Маленький рынок, очень тысячи товаров, даже не рентабельно даже производить. То есть это надо завозить или субсидировать. А вот если укрупнить рынок и разделить труд, допустим, вот так очень просто объясню, если Грузия производит вино, Армения коньяк и Азербайджан водку, мы друг другу обеспечиваем рынки сбыта на нашем и так под сотнями, тысячами других номенклатуры всего товара, которые нужны нашим народам. Вот в таком плане, и после подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, это становится уже реальностью. Я не знаю, насколько готовы нынешние элиты этих 3 государств к такому шагу, но это напрашивается, и есть такое выражение «clever together», да, разумно вместе, наверное, в переводе. Это еще Питер Шварц писал. Вот это естественный путь развития Южного Кавказа. Но главное условие, чтобы с территории Южного Кавказа не должно исходить угроза соседним странам. Это в первую очередь Россия, Турция и Иран. Ну и плюс многовекторность, конечно, не надо зацикливаться на одном векторе. Это подразумевает разблокирование всех коммуникационных коридоров, включая восток-запад, а также север-юг. Ну вот, так вкратце такое видение. Открытие Зангезура, коридора, они называют имени Трампа, там, или дорога Трампа, как он просит называть. Армяне называют по-своему. Азербайджан говорит о Зангезурском коридоре. Для Грузии, с точки зрения экономики, это минус или плюс?
Я думаю, плюс, ну, во-первых, я скептически отношусь к тому проекту, который в Вашингтоне был подписан. Я думаю, что он нереалистичен именно в такой форме. Хотя сама дорога, я думаю и уверен, откроется рано или поздно. И сообщение будет между Азербайджаном и с Нахчеваем. Но никакого элемента экстерриториальности там, естественно, не будет. Армения это не допустит. Это раз. Второе, это не допустит и Иран, потому что отрезать его не получится. И Армения как бы обещала, что... почему это важно для Грузии? Потому что Индия строит в Иране порт Чабахар. Он почти уже достроен. А потом Иран строит мощную торговую дорогу на и Армению, на Грузию и на Азербайджан тоже, кстати, с потенциальным выходом на Черное море и дальше Евросоюз, или до Санкт-Петербурга через Абхазию. Вот для нас это важно, потому что это уже не только экономическое измерение, а уже Индия будет как бы лоббировать решение абхазского конфликта. Китай, кстати, это уже делает. Китай строит вот эту магистраль север-юг на Ларсе, Верхний Ларс, граница между Россией и Грузией, которая является единственным формальным пограничным переходом. И там все забито, там сотни и тысячи фур стоят в очередях, то есть переход не может обеспечить грузопоток, потому что там не только грузинские грузы, а турецкие, армянские, иранские, азербайджанские. И даже я видел несколько фур там с иракскими номерами. То есть и даже для России Россия, в принципе, тоже желает открытия новых торговых путей с Грузией, так как они ожидают как бы холодную войну, даже после окончания войны, они ожидают холодную войну с Европой. И южные ворота для них, естественно, важны, да, через Грузию. Даже, если напомню, в 1921 году, когда большевики готовились оккупировать Грузию, вот 11-я армия, которая уже стояла в Азербайджане, и Орджоникидзе Серго там писал телеграммы Ленину с требованием разрешить войти с целью оккупации Грузии. Советизации, да, они называли советизацией. Но Ленин написал ему, в конце он согласился, к сожалению, но в одном из писем он написал, что Грузию пока не трогать, потому что она нужна нам для общения с европейскими странами, потому что сейчас у нас экономическая блокада, изоляция и все такое. То есть такой подход там считается прагматичным. Вот. Но потом, к сожалению, согласился, и произошла оккупация. Вот. И заинтересованность сторон есть. Вот, я думаю, что Евросоюз заинтересован в стабильном Южном Кавказе, потому что им нужен такой устойчивый доступ до региона Центральной Азии и Казахстана. Почему? Потому что они покупают на 60 миллиардов евро сырья из этого региона, а это не только нефть и газ, это и редкие металлы, и разные руды, медь, и разные там по таблице Менделеева. А Южный Кавказ один из самых удобных вариантов для доступа к этому региону. А для США это не особо важно, если они сами не участвуют чисто экономически, для них наоборот. Здесь как бы нестабильность в этом периоде, это, наверное, они бы не отказались от нестабильности. Ну и был такой наказ, чтобы Грузия как бы тоже поучаствовала в каких-то там военных действиях. Это не из пальца высосано. Премьер-министр, первый, второй заявляли, что был нажим на то, чтобы Грузия открыла так называемый второй фронт. Ну, это не второй фронт, а чтобы начали там восстановление территориальной целостности военным путем. Мы поняли, были попытки у нас разного, партизанское движение было в 90-х, которое Саакашвили остановил.
в Абхазии, например, ну, тот же 2004-2008 год. К сожалению, у Грузии нет той мощи, того масштаба, чтобы решить этот вопрос военным путем. И даже если было бы, наверное, неправильно бы было делать это так. Почему? Потому что если мы военным путем решим вопрос территориальной целостности, то это перекладывание этой проблемы на следующее поколение, а не его решение. Нам надо добиться до глобального договора именно с абхазами и с осетинами, при условии, что Россия не будет этому мешать. Ну, Россия пока мешает. Ираклий, последний вопрос, который хотел вам задать. Премьер-министр Грузии сделал несколько заявлений о том, что спецслужбы иностранных государств активно участвовали, поддерживали каким-то образом попытки этих митингов и странных каких-то, как для меня, событий после местных выборов. Почему странных, я объясню. Потому что даже я понимаю, что в Грузии президент сугубо номинальная фигура с абсолютно полномочиями, мягко говоря, условными. И когда митингующие идут зачем-то штурмовать президентский дворец, то есть структуру с абсолютно неестественными полномочиями с точки зрения признания или непризнания выборов, то есть два варианта. Или это эти лидеры специально повезли и канализировали протест, чтобы не пойти, не дай бог, в реальные места принятия решений. Ну или же это какие-то другие факторы. Тем не менее, объявил премьер-министр о том, что якобы стояли иностранные спецслужбы иностранных государств. Вчера в моем эфире один из грузинских политиков, лидер партии «Свободная Грузия», сказал мне о том, что премьер-министр имел в виду украинские спецслужбы. Это его цитата. Этого политика, это Каха Кукава. И мы видим тяжелые отношения между Украиной и Грузией, между властями Украины и Грузии. Скажите, пожалуйста, в чем, по-вашему, причина публичного именно конфликта между грузинской мечтой и офисом президента Зеленского? Не знаю, если честно. Ну, да могу догадываться, что, естественно, Украина сейчас в борьбе за свою территориальную целостность. Принцип территориальной целостности Грузия поддерживает, и это до сих пор декларируется. Да, и по Карабахскому вопросу такое было, и по украинскому. То есть грузинская власть вот этот принцип поддерживает, потому что мы сами страдаем от нарушения этого принципа международного права. Я думаю, что Украина, как воюющая сторона, естественно, ей выгодно напряженные очаги вокруг России где-то еще. Ну, это логично. Ну, а Грузия не собирается, да, допустим, в военный сценарий. Ну, от этого и вот эти напряженные отношения. Ну, я думаю, что с грузинской стороны, наверное, больше с пониманием надо к этому отнести. И не переносить вот эту как бы ссору между политиками на народ. То есть это придет время, будет мир, и народы снова начнут общаться между собой, дружить. То есть ни грузинский народ никуда не денется, ни украинский народ никуда не денется. А история такое дело, что время все лечит. И политиков вылечит, а с народом все нормально. Но я одно хочу добавить, Виталий Дмитриевич. Я думаю, что то заявление, что вот спецслужбы участвовали за... Ну, мы все знаем, я не думаю, что это имелось в виду украинские спецслужбы, потому что мы все знаем, что традиционно технологические революции, цветные революции, это устраиваются из-за океана или заокеанские центры управления, там расположенные в Европе, допустим, Франкфурт или Рим, или другие места, где они имеют базы. Но тут получилось как, что грузинские спецслужбы реально вот при последней попытке переиграли западные спецслужбы. Это я должен отметить. И ввели всю эту комарилью местную, то есть за нос, и все проходило по их лекалам. Поэтому и выбор объекта для штурма, ну, в общем, сработали на ура. Грузия уже не та страна и государство, которое было в 90-е
и которые некоторые помнят на Западе. Это здесь уже мощное государство, правоохранительные органы, кого хочешь научат сами. Технология антимайдановская, то есть антиреволюционная технология выработана, можем тренинг-курсы проводить другим государствам и правоохранительным органам. Эта технология не его мирный вариант по Шарпу и не его насильственный вариант по Акерману уже не работает. Вследствие этого мы что ожидаем? Ожидаем, что уже на Западе поймут, что языком давления, шантажа, буллинга уже ничего не сделаешь. Тут надо позитивная повестка дня. То есть Грузии надо предлагать позитивную повестку дня. Например, как это делает Китай. Что Китай делает? Китай предлагает участие в мегапроектах, инвестиции, там, доступные кредиты. И взамен не требует, что мы как бы отказывались от своих традиций, унижали свою православную церковь, там, не знаю, назначали их протеже на какие-то государственные посты. Этого ничего они не требуют. Просто предлагают делать деньги и развивать инфраструктуру. Вот такой подход, я думаю, скоро, через пару месяцев начнется. В первую очередь США и потом от европейских стран. С Брюсселем мы это не ожидаем, потому что там смысла нету с такими людьми вообще вести дела. А вот двухсторонние отношения с европейскими государствами мы, конечно, за. Например, с Италией, например, с Австрией. Австрия, кстати, для нас ключевое государство, и грузинская дипломатия до сих пор не очень так как бы смотрела в эту сторону. Но то, что делает Орбан, это не он то же самое, это в первую очередь Австрия. Поэтому вот это австро-венгерское ядро, я думаю, только будет усиливаться. И новые страны будут добавляться туда. Если бы не вот странные выборы в Румынии, я имею в виду Джорджеску и вся эта история, и Румыния, думаю, притянулась бы к Австрии к австро-венгерскому ядру. Италия очень хороший партнер, Греция. То есть южные страны абсолютно нормально, нейтрально, как бы более-менее разумно смотрят на все это. Я думаю, что главная проблема Европы сейчас вот эта ультралиберальная камарилья, которая заседает в Брюсселе, вот эти комиссары. И рано или поздно эта волна поменяется, придут более правоцентристские силы, более умеренные, которые будут работать на то, чтобы остановить военные действия. И, я думаю, и будут выступать за справедливый мир. И развитие отношений по отношению к Грузии тоже, естественно, подразумевается. Вы сказали про Австро-Венгрию. Я как раз после выборов в Чехии писал текст о том, что как причудливо складывается, когда через больше чем 100 лет происходит пересборка политической Австро-Венгерской империи. Фица — Словакия, Орбан — Венгрия, Бабиш — Чехия выиграл выборы, Навродский, президент Польши, часть Польши тоже входила в Австро-Венгрию, Польша. И в самой Австрии партия «Свободы» в прошлом году взяла большинство на выборах, только манипуляции с коалицией не дали ей прийти к власти, хотя она взяла большинство на выборах. Поэтому действительно империи умирают медленно и имеют свойство очень в самые неожиданные моменты иметь точки пересборки, что и показали эти выборы в Чехии, и сейчас вы об этом тоже говорили. Спасибо вам, Ираклий. У нас был интересный разговор, и, друзья, у меня сегодня в гостях был эксперт, специалист по международным отношениям из Грузии, доктор политических наук Ираклий Гагава. Ираклий, спасибо, что нашли время включиться в наш эфир. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго.